Смертность и рождаемость – одни из ключевых показателей нацпроекта здравоохранения. В этом году оба пошли на снижение, составили 11 случаев на 1000 населения. Но если для первого это хорошо, то для второго не очень. Зато делать ЭКО жительницы республики стали чаще. В этом году за счет медицинского страхования проведено 2300 процедур. Уменьшилось количество абортов, возросла продолжительность жизни. В 2019 году мы должны достигнуть показателя 75 и 12. По оперативным данным тенденция положительная. Этому способствует и доступность медпомощи. Особенно в глубинках. За год мобильные поликлиники посетили более 17 тысяч татарстанцев. 740 направили на дальнейшее лечение. Еще одно приоритетное направление – диспансеризация. Запланированный объем профилактических осмотров нами будет выполнен. Количество осмотренных пациентов составляет 1 миллион 800 тысяч человек. Чтобы помощь была не только доступной, но и своевременной, закуплено более 200 новых машин скорой помощи. За год 150 раз вылетала санавиация. Так удалось оперативно доставить в крупные клиники 140 пациентов. Отрадно, что результатом стало снижение негативных откликов пациентов по ряду позиций. Отследить это нам позволяет бескомпромиссная система так называемого народного контроля. Опасения вызывают онкозаболевания. Количество растет с каждым годом, отметил министр. Хотя смертность от рака снижается. В 2020-м появятся новые центры, которые будут лечить онкобольных. Еще один важный вопрос – вопрос кадровый. Прирост врачебных кадров в республике составил в этом году плюс 170 специалистов. И по оценке Министерства здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой, это лучший результат по Российской Федерации. Нацпроект в действии, говорил сегодня министр. В 2020-м будет так же. Врачи продолжат работу по приоритетным направлениям. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.